позавчера, да, получается, были выступали с свидетелем, получается, да, по тому нашумевшему делу, которое было у вас. В каком году это было у вас? В 2006 году. Вот. Мы хотели бы, чтобы вы напомнили горожанам, да, в чем суть этой ситуации, как попали в такую тяжелую ситуацию, когда вашу семью, получается, с детьми-инвалидами, да, выкинули практически из дома, да, дом снесли ваш, квартиру вашу, да, и кто, получается, в этом деле присутствовал, что с вами произошло? Ну, присутствовала при этом вся охрана Инвестторга, а это Инвестторг командовали супруга, учредителями этого Инвесторга были супруга Доржиева и Олейникова, и еще там кого-то было, трое были учредители, кого еще я не помню. И я так понял с этой ситуации, что они умышленно взяли дом, перевели типа в аварийный. И мы, мол, спасатели, меня избили, в тюрьму посадили, детей выкинули, и детей, грудничков, инвалидов выкинули просто на улицу, оставили без жилья, без ничего. У вас в семье сколько человек было тогда? Моя семья была тогда 7 человек, один в армии служил. И вы все проживали по тому адресу, да? Да, мы все проживали по тому адресу. И вот они, пользуясь тем, что милиция у них ручная была, потому что милицию, вот я справку, что я в тюрьме отсидел, и в этом деле я в каждом листке писал, что у милиции у меня не дают расписываться дело. И я писал, что милиция у меня не берет заявление. В каждом листке писал. Ну, не тюрьма, наверное, это как суточный, да? Ну, на 48 часов меня задержали. Ага. А потом никуда не повезли, ни на суд, ничего, как положено на суд вести после этого и тому подобное. Меня никуда не... Просто выкинули на улицу и все. Подробно, как происходило, вот выкидывали вещи ваши, как они выкидывали вас? Вы знаете, потом мне вот уже дочь моя рассказывала, что, может быть, ты сама расскажешь, как было? Ну, говори сам. Нет, можете не поворачивать, так боком говорите. дело в том, что она... Вот заскочили, двери выломали. Выломали двери и стали их вытаскивать. Все, бум-бум-бум-бум, так, собирайте и все, манатки. Быстро. Рейдеры. Рейдеры, понимаете, быстро, что могли. Ну, моя документы ухватила в руки. Ну, и детей, и грудничка тоже на руки. Ну, сейчас ему вырос, он уже, ему 10 лет, парню. А тогда грудничок еще был. Он родился 14 января. А это было 2006 года он родился. А это было 13 мая. Это было 2006 года. И вот заскочили, а это что, вставай на ее, пиханули. Она говорит, да я не хожу. Он схватил ее и потащил. А сколько лет было? Ей было тогда 15. 15, 91 года она рождения. И что они... Он ее схватил, вытащил на улицу и куда посадить не знает. И кричит там, а еще кричит, потом мне -то рассказывали, кричит, слышь, ее тут садить не на что. Она, ну, мол, они взяли в окно коляску, выкинули, сломали коляску. Инвалидную. Вообще, это как звери, понимаете, это невообразимо. Туре нужен был этот акт, чтобы вот состряпать вот эту вот всю незаконность в законные рамки как бы поставить, что нас можно было избивать, в тюрьму сажать, выкидывать детей, инвалидов, семью, просто взяли, ограбили нас взяли, ограбили, просто взяли, вот, что мы же не на полу спали. А вот с этими, с Доржиевыми, как пересекались ли с Олейниковым в тот период? Олейников, вот что интересно, я вот помню такой факт. Олейников приехал на площадку, а мы бузили, не давали сносить наш дом, да? И он приехал и сказал, да вы завтра приходите на Кальвицу, и мы там с вами поговорим, и все договоримся, все вам заплатим. Мы пришли на Кальвицу, нас там не пустили. Вот так Олейников лично вот приехал и так сказал, да? Мы пришли на Кальвицу, нас там не пустили просто. Никто не собирался разговаривать. Просто он, типа, вот так вот, мы ему стали, он приехал на площадку. Молокозавод, я пересекался еще, это когда я пытался договориться насчет, мол, давайте договоримся. Но они потом меня стали отвергать и не принимать. Что она вам сказала?
когда меня после тюрьмы вышел я, да, и пришел конкретно, и вот зашла Доржиева, потом какая-то беловолосая такая женщина, вот где-то на фотографиях она в газетах была. Это в здании молокозавода было? Это в здании молокозавода. Вот эта женщина, потом беловолосая такая, старенькая такая, в морщинах вся была. И Олейников зашел. И возле турникета меня не пропустили, а они как бы... Олейников еще стоял возле турникета, а эта женщина с Доржиевой стояли там. Я говорю, так что, может договориться, вы, может, нам что-нибудь дадите? Дом-то снесли, детей выкинули, вы все, нас ограбили. Слышь ты у меня ничего не получишь. Вот так вот Доржиева сказала. Ты у меня ничего не получишь, вот что ты у меня получишь. Я говорю, и суд тебе не поможет. И у меня муж очень высоко сидит. У нас крыша, она вот так как-то дословно сейчас не могу сказать конкретно. Но очень уверенная была в безнаказанности. Да, они были полностью, раз меня в тюрьму просто так сажают, да. У меня заявление в милицию не берут. Я в газету написал, обратился через газету к президенту Штырову, обратился, помоги. В газете конкретно было написано, вот оно сейчас на этом сидит. И вы знаете, в ответ тишина, как в лесу с пеньком. Нету правительства нашего, да, нету у нас президента, который гарант защиты Конституции. И говорят тут про Украину, что там говорят туда-сюда. А это же и у нас происходит то же самое. Понимаете, мы как государству служить, как я вообще, мне вообще в голове не укладывается. И вот я потом считаю про Доржиева, я читаю, что он какие-то благотворительности там делает, в этом, в Бурятии дороги проводит, там что-то, вот читаю в газетах, ой, вот такой молодец, такой благотворительный, так он тут у инвалидов отнимают они, а там они благотворительность делают. Тут у детей отнимают, а там делают. За счет детей они делают. За счет чего они делали это благотворительности-то? Насколько жадные люди последние отняли, у неимущих последние отняли, и еще им мало. Вообще это ужас какой-то. Сейчас вот вы как рассчитываете, вы думаете вернуть жилье свое? Сейчас, если суд идет там с Доржиевым, потом, может, обратиться к президенту или кому-то, к Путину. Он же приезжает, кстати, вот у нас. Путин приезжает? Да, в июле. Ой, а как к ему обратиться? Меня-то не пустят, наверное, к нему. Пока можно по видео. По видео, как к нему обратиться, господин президент, вы гарант Конституции. Вот Да. почему у нас забрали наше жилье? Мы до сих пор, у нас жилье через регистрационную палату, мы платим налоги за недвижимость. Платим налоги каждый год за недвижимость. Оно уже 10 лет как не существует. И никто это, ни правоохранительные органы, ни прокуратура.